Ама ба'д, ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату. Дорогие мои братья, какая милость является самой большой милостью Аллаха для нас? Самая большая милость, которую Аллах нам оказал, это милость имана. То, что мы являемся из ахлюль иман, из людей, уверовавших в Аллаха Джалла Джалалу, что мы являемся из числа мусульман, это самая большая милость Аллаха. Эта милость является больше, чем даже милость нашего появления на этот свет. Наше существование, чем это даже больше важнее милость имана, ни'мат имана. Потому что мы, уверовав в Аллаха Джалла Джалалу, мы знаем, что у нас есть миссия на этом свете, миссия исполнять, соблюдать предписания Аллаха. Мы знаем, что это наша мирская жизнь, это всего лишь один из периодов наших жизней, потому что предстоит еще вечная жизнь, жизнь ахирата, или же рай, или же ад. Поэтому, насколько лишен милости тот, кто лишен имана, тот, кто лишен веры в Аллаха Джалла Джалалу. Когда у человека есть иман, он знает, все, что с ним происходит в этой жизни, это кадар Аллаха. Он соглашается с всеми ситуациями, которые происходят в него в жизни, потому что это по воле Аллаха Джалла Джалалу. И его делает довольным этим кадаром его иман. Алхамдулиллах за ни'мат имана. Алхамдулиллах, хвала Аллаху за ни'мат имана. Ибо иман является и религия ислам, и наше нахождение в исламе, в имане, самая большая милость Аллаха для нас. И мы должны ее ценить, делать шукру Аллаху Джалла Джалалу, осознавать, что Всевышний Аллах, Субханаху ва Та'аля, дав нам этот самый большой ни'мат, дав нам ни'мат имана, веры в Аллаха, веры в Его пророков и посланников, сделал Аллах нас из самых счастливых людей. Счастливых людей и в этом мире, и в том мире, потому что только лишь ахлюль иман и валь ислам, они будут из обитателей рая. А если нету этого свидетельствования, если нету свидетельствования единобожия и нету свидетельствования, что Мухаммад является последним пророком, посланником Всевышнего Аллаха, его жизнь, его существование на этом свете напрасно, бесполезно. Он живет бесполезно. Его возвращение не будет рай, если у него нет имана. Поэтому, насколько мы счастливы, дорогие братья, алхамдулиллах, что Всевышний Аллах нас сохранил в имане, и мы должны просить Аллаха Джалла Джалалуху, чтобы Аллах нас не лишил этого имана, самой большой ни'мата, милости Аллаха. Пророк, алейхиссалату вассалам, всегда делал дуа, говорил: Аллахумма, я мукаллибаль кулуби, саббит кальби аля диник. О тот, кто поворачивает сердца в иман или в куфру, о тот, кто распоряжается сердцами, укрепи мое сердце на твоей религии. Просил пророк, алейхиссалату вассалам, научил нас, какой дуа мы должны делать, чтобы Аллах нас укрепил на этом имане и не лишил нас этого имана. Конечно же, если мы, алхамдулиллах, являемся из ахлюль иман, мы должны делать шукру Аллаху. И мы должны знать, что наше процветание наших детей, процветание уммата Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, связано подчинением Аллаху, остережением от харама. Насколько уммат Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, будет остерегаться от запретных действий, которые запретил для нас Аллах, и насколько мы будем покорны Аллаху, исполняя фарзы ислама, настолько будет уммат процветать. Насколько мы отходим от предписаний Аллаха, от соблюдения ислама, настолько Аллах нас будет испытывать разными трудными испытаниями, чтобы посредством этих испытаний заново нас вернуть на путь Аллаха. Мы же видим во всех уголках земли, там, где живут мусульмане, есть войны. Там, где живут мусульмане, во многих странах были войны, трагедии, семейные, тухум. Дети остаются без родителей, жены остаются без мужей. Сколько семей стало сиротами,
Сколько семей покинуло этот свет из-за этих фитна, смут, этих балагов, этих испытаний. И эти испытания, как я сказал, этот балах идет в том случае, если мусульмане отходят, в большинстве отходят от предписаний Аллаха. Чтобы их заново вернуть на путь Аллаха, Аллах оказывает им милость, в этом дуне Аллах исправляет этими балахами, трудностями, чтобы заново стал бояться Аллаха, оставил харам, оставил греховное, оставил алкоголь, оставил зина, начал совершать намазы. Поэтому Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, в достоверном хадисе упоминает: «Муру аулядакум биссалати вахум абнау саб'и синин, вадрибухум алейха вахум абнау ашри синин». Вы, говорит, обучайте ваших детей совершать намаз, начиная с 7-летнего возраста. Как исполнится твоему сыну или дочери 7 лет, он уже должен совершать 5-кратный намаз. Как положено читать Алхам, как положено читать Ат-Тахият, соблюдая положенные, требования, он должен уже совершать намаз, твой ребенок, когда уже ему исполняется 7 лет. Расулуллах говорит, саллаллаху алейхи вассалям: обучайте ваших детей намазу с 7 лет. Если они достигли 10-летнего возраста, и дети намаз не совершают, даже, говорит, их побейте, чтобы они намаз совершили. Не так, чтобы руки, ноги ломать. Ради воспитания, говорит, можно ударить ребенка не сильно, чтобы он знал, что намаз нельзя пропускать. В другом аяте Всевышний Аллах Джалля Джалалуху, сурату Таха, 132 аят, Всевышний Аллах сказал: «Бисмиллахир рахманир рахим, ва'мур ахлака бис-салати вастабир алейха, ла нас'алука ризкан нахну нарзукука вал аакибату лит-таква». Всевышний Аллах говорит, Джалля Джалалу: вели твоей семье, чтобы они совершали намаз, и проявляй, говорит, терпение в этом вопросе. Какое терпение? Ты, говорит, вели своей семье, чтобы намаз совершали. Говори своим детям, говори своему сыну, своей дочери: совершайте намаз. Если намаз не совершают, не говорят, Аллах не говорит: если сказал, хватает, оставь. Нет, Аллах говорит: «Вастабир алейха». Будь настырным, настойчивым, терпеливым в вопросе требования у твоей семьи, чтобы они совершали намаз. Будь требовательным до конца своей жизни, пока не умрешь, будь требовательным, чтобы дети свои совершали намаз. Аллах говорит, Джалля Джалалу: мы, говорит, у тебя ризка не просим же, говорит. Мы, говорит, даем тебе ризк. Мы тебя содержим. У тебя ризка не просим. Намаз совершай. Вели твоей семье, чтобы семья совершала намаз. И воистину, говорит, благой конец будет богобоязненности. Когда человек боится Аллаха, вот именно для этих богобоязненных рабов будет благой, хороший конец. Хороший конец и в этом дуне, хороший конец и в ахирате. Будет для кого? Для богобоязненных. Для богобоязненности. А что такое богобоязненность? Это покорность Аллаху, Джалля Джалалу. Покорность Аллаху, чтобы мы боялись Аллаха совершать харам, чтобы боялись Аллаха протягивать руки к хараму, чтобы боялись Аллаха смотреть на харам, чтобы боялись Аллаха совершать харам, чтобы мы исполняли предписания Аллаха, совершали намаз, чтобы все наши дети совершали намаз. Поэтому, дорогие мои братья, как я ранее сказал, процветание нашего уммата зависит от нашей покорности Аллаху. Насколько мы будем покорны, настолько будем процветать. Насколько мы будем отходить от предписаний Аллаха, от религии Аллаха, настолько будут постигать нас разные трудности и беды, испытания. Да пусть Всевышний Аллах Джалля Джалалу вернет мусульман на путь Аллаха, на путь религии Аллаха мягким возвращением. Без балаха, без наказания, без войн, без потрясений. Альхамдулилля, живем очень хорошее время. В том смысле, альхамдулилля, есть возможность соблюдать все предписания ислама. Никто не мешает нам сегодня просыпаться, ходить на утренний намаз. Но однако не просыпаемся. Никто нам не мешает посещать ночной намаз джамаатом, в мечетях Аллаха, домах Аллаха. Не ходим. Не делаем шукр Аллаху. Не ценим ни'мат Аллаха.
когда мусульмане перестают ценить ни'маты Аллаха, иногда Аллах этот ни'мат на некоторое время забирает, чтобы ценили ни'мат Аллаха. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.